Каждый человек сам кузнец своего счастья, но железо для этого вам выдают родители. Серьезно скажу, хотелось бы избежать столкновения с Западом, но не любой ценой. Я был обычным советским школьником и рос в обычной советской семье. Child free, что это такое? Под разговорами о свободе выбора это стремление сделать жизни меньше. Нам что нужно? Нам, конечно, нужен мир. Но это не значит, что мы должны поступиться своими интересами. То есть мы должны, как всегда, знаете, civis pacem parabellum. Хочешь мира, готовься к войне. Должны готовиться к войне, но нужно сделать все, чтобы ее избежать. Нельзя никогда признавать неправоту своей страны и своего лидера в вопросах международной политики и таких глобальных вещах, как войны. Потому что вы даете огромную пищу для информационной кампании против вас. Якуты – это тюрки-скотоводы исторически. Но вот вы считаете, что я, приехав в чужой монастырь с уставом, должен учить людей, что можно кушать, что нет, которые живут столетиями, тысячелетиями? Нет, конечно. А что касается ювенальной юстиции, то это уже следующий этап того, что вы сказали, права ребенка, права человека, но в искривленном понимании. Потому что ювенальная юстиция – это противопоставление ребенка и родителя. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях российский общественный и политический деятель, писатель, публицист Николай Викторович Стариков. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу, как говорится, с места в карьер. Такой первый вопрос. Все мы из детства. Скажите, пожалуйста, вот на вас, как на человека, кто и что повлияло в детстве в вашем становлении тем, кем вы сегодня стали? Конечно, больше всего повлиял мой отец, который сформировал круг чтения. Он мне подарил когда-то книгу под названием «Книга будущих командиров». И через эту книгу у меня появился интерес к истории. Конечно, каждый человек сам кузнец своего счастья, но железо для этого вам выдают родители. Если у вас дома не будет книг, вы, может быть, и научитесь читать, а может быть, и не будете. Поэтому, конечно, в этом смысле я благодарен моему отцу, который очень много читал, и вот эту культуру чтения мне привил. А какие книги вы предпочитали? Жанр? Какие книги я читал в детстве, сейчас я, наверное, не вспомню, но мне всегда нравились книги на исторические какие-то сюжеты. «Дочь Монтесумы», Райдера Хаггарта. Это первое, что я вспоминаю. Такая интересная была книга, не помню автора, «Воин из Киригуа». Такое сложное название. Рассказывала о индейцах майя, ацтеков, восстании. Все это очень интересно. Конечно, книги про советский период истории, все то, что снималось потом «Кортик» и все подобное. Но на определенном этапе уже в зрелости я понял, что мне интереснее читать не художественную литературу. Вот по части художественной литературы я специалистом не являюсь, и здесь мне, наверное, еще работать и работать над собой. Больше всего я люблю мемуары, научно-популярную литературу, связанную с историей, военным искусством, с историческими событиями, дипломатией. То есть для того, чтобы узнать и расширить, углубить понимание свое собственное каких-то исторических событий. Вот это мне действительно очень интересно. Конечно, я читал «Три мушкетера» и все то, что мы читали, но сейчас уже очень мало художественной литературы, очень мало. Скажите, вот среда нас формирует, с одной стороны, книги, а с другой стороны, какие события в вашем детстве, может, юности, животрочестве также формировали вас? События, может быть, исторические вокруг вас, которые происходили? Да, вы знаете, мне сложно сказать. Я был обычным советским школьником и рос в обычной советской семье. У меня отец инженер, мама парикмахер, бабушка была буфетчицей, а потом стала работать бабушкой. Поэтому, наверное, каких-то особенных таких событий я и не могу припомнить. У меня было хорошее, обычное, такое добротное советское детство, за которое я благодарен не только родителям, но, наверное, Леониду Ильичу Брежневу. Вот, как раз я хотел спросить. Вы помните тот момент, когда вам объявили, что как раз-таки Брежнева не стало? Да, я помню этот момент очень хорошо. Кстати, даже не могу понять, почему.
Наверное, потому что это было яркое событие. Больше объяснений другого нет. Это 82 год, да, это ноябрь месяц, и мне 12 лет. Нам в школе сказали об этом. И я вот очень хорошо помню, что у нас было такое ощущение, ну, как, не знаю, мир рухнул. Вот прям что-то изменилось. Ну, я не скажу, что мы там плакали. Наверное, этого не было. Хотя учительницы были такие печальные, у кого-то слеза текла. Но мы дети, мы говорили, что, наверное, Америка сейчас нанесет по нам ядерный удар. Вот это я помню точно. Почему она должна это сделать после смерти Брежнева? Вы меня не спрашиваете, я объяснить вам не смогу. Но вот чувство какой-то потерянности, какого-то страха и неуверенности, оно было, да. Ну, так, если вспомнить историю, собственно, это, видимо, было не зря такое предчувствие. Выходит, что да. Выходит, что да. Скажите, вот, я вот сейчас подвожу к чему, да, вот если мы начали с детства, да, советское детство. Мы тоже помним уроки труда, убираем классы и так далее, да. Потом где-то вот в конце 90-х, начало нулевых начались такие вещи, как права ребенка, запрет на детский труд, так называемый, да, и вот система ювенальной юстиции, да, вот она сейчас развита, но эта тема входила к нам довольно-таки плавно. Но сейчас мы тоже уже чувствуем такие вещи, это в свое время модные. Какое у вас отношение вот к этой ювенальной юстиции и почему? Ну, сразу хочу сказать, что детский труд – это плохо. Детского труда не должно быть. Вопрос только, что вы называете детским трудом. Вот если, как там, к сожалению, в Российской империи тоже было, дети несовершеннолетние трудятся где-то вот в полном смысле, как взрослые, только получают меньше денег, то, конечно, очень хорошо, что в Советском Союзе детский труд прямо был затруднен, если можно так сказать. Хотя я первый раз работал, будучи в Эстонии на хуторе летом, школьником, мне было, наверное, я не помню сколько, лет 10-11, то есть это еще при Брежневе, я там каких-то овец спас. И какие-то деньги за это получал. Вот такая история. Это было как-то сложно вот устроиться, потому что ребенок, но все-таки как-то это сделали. А то, что вы спрашиваете, это совершенно иная история. Это воспитание трудом. В школе там что-то выпиливали, что-то делали, да, там. Это получение каких-то навыков для жизни. Это же не труд. В том смысле, что ты за деньги работаешь, тебя эксплуатируют. Нет, ты просто чему-то учишься. Также можно же назвать детским трудом вообще процесс похода в школу. Там человека заставляют читать книги, складывать какие-то цифры. Но это же для развития человека. А что касается ювенальной юстиции, то это уже следующий этап того, что вы сказали, права ребенка, права человека – но в искривленном понимании. Потому что ювенальная юстиция – это противопоставление ребенка и родителя, семьи и ребенка, противопоставление родителей друг другу. То есть это одно из тех глобалистских инструментов для раскола человеческого сообщества. То есть якобы у ребенка есть какие-то отдельные права от родителей, а родители – это не просто те, кто любит ребенка, родили его на свет, а это еще источник опасности для ребенка. Да? Вспомните следующий этап. Попытались этот закон навязать, его, слава богу, затормозили, о так называемом семейном насилии. То есть семья – это источник повышенной опасности. То есть, оказывается, самое страшное произойдет, когда вы с кем-то поженитесь или выйдете замуж. А если вы по улице гуляете, то вы в полном... вы понимаете, что это с головы на ногу все перевернуто. Конечно, есть там кто-то кого-то обидел, побил или еще что-то. Но это обычная, как говорится, криминальная вещь, которая должна караться в соответствии с тем, что за это положено по Уголовному кодексу. Поэтому ювенальная юстиция – это отвратительная вещь. И просто хотел бы озвучить, вот несколько дней назад посмотрел статистику изъятия детей у беженцев, граждан Украины, на территории Европы. Вот с момента СВО изъяли 255 детей. Вы представьте себе трагедию. Люди, находящиеся в определенном информационно-эмоциональном состоянии, думают, что они едут куда-то спасаться, а там у них забирают детей. Что с этими детьми случится, я боюсь сказать. Во-первых, очень много информации о том, что в ситуации вот этого хаоса, который происходит, многие дети там
к сожалению, на органы, да, кого-то с неизвестным усыновлением, кто-то еще куда-то. Но сам факт, вот эта машина на Западе уже запущена и работает. У нас ювенальную юстицию, я бы не сказал, что удалось остановить совсем. Ее втиснули в наше законодательство. Я думаю, что ее надо уже, собственно говоря, вырезать полностью, потому что иногда мы слышим какую-то информацию о изъятии детей где-то. Еще раз, чтобы была понятна позиция. Проблемы с детьми были и в Советском Союзе. Не бывает общества, где проблем нет. Там тоже были какие-то антисоциальные элементы, какие-то алкоголики, кто детей не кормил и бил. Все это было. Но это не рассматривалось как отдельная категория. Вот этого не должно быть. Не должно быть какой-то специальной юстиции, где ребенка и семью противопоставляют. Я вот смотрю, та идеология, которая там идет, она почему-то вообще связана с сокращением, скажем так, количества жителей Земли. Там и повестка вот этого ЛГБТ, да, ювеналка, да. А еще есть такая тема, тоже интересная, да, вот так называемая child-free. Как вы считаете, да, вот насколько этой повестке удалось проникнуть в наше государство, да, и какие у нее перспективы есть? Конечно, удалось проникнуть в наше государство, потому что наше государство на протяжении нескольких десятилетий старалось стать частью западного сообщества. Поэтому все те безобразия, которые были на Западе, они, соответственно, переносились к нам. Ну, а Запад это подавал так. Вот мы вот такие, да, хотите быть частью нас, надо и вот это принимать. Собственно говоря, как сейчас там Украине и всем остальным государствам. Вот хорошие дороги, Евросоюз, ну и обязательно гей-парады. Без этого никак, да, вот гей-парад должен идти по хорошим дорогам, а чтобы одни дороги нельзя, нужно все вместе. Теперь просто давайте логично помыслим. Вот сейчас в России сформулировали, это сделал президент в своем послании Федеральному собранию, основные, важнейшие, можно их назвать национальными проектами, смыслы, цели. Народосбережение, увеличение населения страны. Правильно это? Конечно, правильно. Почему? Если мы считаем жизнь ценностью, если мы считаем человека чем-то хорошим, правильным и положительным, то мы хотим, чтобы этого хорошего, правильного и положительного было как можно больше. Правильно? Мы сейчас даже не говорим о безопасности, о том, что население страны такого огромного игрока, как мы, должно увеличиваться. Просто чисто абстрактно, да? Если мы считаем человечество правильным, хорошим, жизнь как искру какую-то Божью важной, мы хотим, чтобы этой жизни было больше. А если мы считаем человека чем-то недопустимым, вредным, мы что делаем? Мы стараемся всеми силами сократить население. А теперь давайте перейдем в западную повестку. Почему, например, нацизм и фашизм считаются справедливо человеконенавистническими идеологиями? Потому что они в какой-то своей логической, смысловой деятельности дошли до того, что людей надо уничтожать. Вот почему они человеконенавистнические. А не то, что, знаете, человек пошел в Гитлер-Югенд, он уже ненавидит людей. Нет, ему пока будут что-то рассказывать, но пройдя через ступени, он потом охранником в концлагере будет, где людей уничтожает. Но вся эта идеология создана, чтобы убивать людей, сокращать жизнь, сокращать количество людей. А ЛГБТ-повестка – это о чем? То, что признали это все в России экстремистская организация, совершенно справедливо. Это все про уничтожение жизни под видом каких-то рассуждений. Или child-free. Что это такое? Под разговорами о свободе выбора это стремление сделать жизни меньше. А теперь давайте поднимемся на какую-то высоту. Бог и дьявол. Бог за то, чтобы жизни было больше, а кто за то, чтобы жизни было меньше? Собственно говоря, и все. Вот здесь есть один вопрос, который, наверное, интересует многих. Да? Зачем это они делают сами с собой? Понятно было бы, если бы они только с нами это делали, с другими странами. Но у них же это повестка и у себя. Это хороший вопрос. Во-первых, они это начали делать, когда они подумали, что они контролируют всех.
Обратите внимание, в 1971 году как-то на Западе только декриминализировали гомосексуализм. Да? Собственно говоря, в западных странах где-то в 70-е годы исчезли эти статьи. Только до этого. Берем там еще чуть раньше, когда они начали соревнования с Советским Союзом. Почему вот все это безобразие, что сейчас происходит, они тогда не делали? Ну, потому что советский рабочий бы увидел всю эту историю про 120 полов и сказал, знаете, пусть колбаса одна докторская, но вот этого чтобы не было. То есть это запускается, когда они подумали, что они уже победили окончательно и контролируют весь мир. В том числе и нас, и Китай, там осталась Северная Корея, потом додавим. В этом смысле. А когда вдруг выясняется, что они потеряли контроль, они эти процессы у себя остановить еще не могут, да и не хотят, надеясь, что они на ходу вновь нас каким-то образом подчинят своему влиянию, и вот эту всю мерзость к нам опять запустят. То есть это такой процесс, что называется, в динамике. Почему они это к себе относят? Они мыслят категориями глобальными. Если вы говорите глобалистов, то весь мир. Если мы говорим сатанистов, то опять-таки это категории какие-то наднациональные, метафизические, и вот зло как в каком-то библейском понимании. Ну, а если в приземленном, то, ну, смотрите, вот Соединенные Штаты Америки. Вот какая разница глобалистам, правящим США, какая будет рождаемость США? Да вообще никакой. Забор отодвинул в сторону, и где 10 миллионов зашло. Забор закрыл обратно. А то, что они какие-то серо-буро-малиновые, так еще и лучше. Пусть они все будут какие-то разномастные, без роду, без племени, без ничего. То есть у них проблемы с населением для того, чтобы как-то функционировала их экономика, армия, они не чувствуют этой проблемы. Открыли дверь, все зашли, дверь закрыли, все. Обратите внимание, сейчас в Соединенных Штатах обсуждается вопрос, который, ну, обсуждать неприлично даже на уровне, не знаю, Люксембурга. Охрана границ – это первый признак государства. Если вы не можете охранять свои границы, вы не государство, а территория. И, вы знаете, сверхдержава и никак не может охранить свою. Ну, перед нами просто игра в поддавки. А до этого Европа никак не могла охранить свою границу. То есть, вот, понимаете, вдруг они увидели, какая страшная Россия, они Финляндию приняли, Швецию приняли, миллиарды выделили. А вот тут шли толпы безоружных, миллионы беженцев, и никак их было не остановить. Ну, прямо ужас какой-то. Просто, может, не все наши зрители знают, дорогие друзья. Помните, так сказать, раздутую проблему Польшей по поводу миграции из Беларуси? Ну, помните, да? Там страшные люди из Ирака, там не знаю, откуда идут, беженцы, злой якобы Лукашенко там их пускает. Вы, может, не следите за этим, но не слышите никаких криков со стороны Польши. Знаете почему? Потому что Польша убивает этих мигрантов на границе. То есть, кто перелезает на территорию Польши, его в Польше убивают, а потом, если он умер, куда-то закапывают, а если он чуть живой, его выбрасывают на границе. Просто я был в Беларуси, и там это, ну, как бы достаточно частое явление. Таких случаев десятки. Это только известные. То есть белорусские пограничники находят умирающих людей, которых они некоторых могут спасти, некоторых нет. Об этом ни одно западное СМИ ничего не разговаривает. Вот взяли и начали защищать свою границу вот такими зверскими методами. А шли миллионы, но не через Польшу. И все. И никак нельзя. Нужно всех запускать. Просто забор поставьте, и никто к вам не придет. Нет, нужно, чтобы в Европу зашли эти миллионы. Вот тут еще один такой интересный момент. Как раз вот мы говорим о человеконенавистнической культуре. К этому пришли, то есть к планам каким-то образом уменьшить население. Есть еще один момент. Он очень злободневный, особенно для Дальнего Востока. В свое время, по-моему, Владимир Вольфович Жириновский по ней высказывался. Это так называемая система сбережения, как мы можем назвать, система сбережения собак. Да, вот, значит, когда у нас много собак гуляет, их нужно собрать, их нужно создать условия для них, значит, чипировать, потом выпустить и так далее. Я не собачник, я кошатник, у меня кошка есть, да? Но я считаю, что убивать что собак, что кошек недопустимо. Ну, потому что в этом теряется человечность. То есть сначала начинают убивать собак,
потом начинают убивать людей. Ситуации, когда, к сожалению, кто-то становится жертвой бродячих собак, надо решать не таким способом. Вот способ именно не убийства, а способ содержания собак. Приюты. Я думаю, что это не сумасшедшие деньги, и общество может и должно себе это позволить. Но эта же тема как раз-таки пришла к нам с Запада. Ну, понимаете, не все, что приходит с Запада, все является ужасом. Гуманное отношение к животным, я бы не сказал, что это какая-то западная черта. Ну что вы, это присуще человеку любой цивилизации. В России гуманность какая-то, отношение к животным и к людям, как к людям, она, мне кажется, присуща нам. На Востоке там какие-то свои традиции, но давайте уж мы не будем Западу приписывать все. Вот Запад у нас изобрел гуманизм, Запад у нас свободу изобрел, а все остальные, значит, по деревьям лазили в этот момент. Да, ну, это, мне кажется, не соответствует действительности. Был такой недавно, в этом году, изречение одного политика о том, что, вот, скажем, нельзя кушать конину. Как вы считаете, это вот, правильно или неправильно? Ну, слушайте, вот мы сейчас с вами находимся в Якутии. Да? Якуты – это тюрки-скотоводы исторически. Но вот вы считаете, что я, приехав в чужой монастырь с уставом, должен учить людей, что можно кушать, что нет, которые живут столетиями, тысячелетиями? Нет, конечно. Это одна сторона. С другой стороны, у меня дочка занимается конным спортом. Поэтому понятно, что в нашей семье конину никто не ест. Ну, потому что это как-то две вещи несовместные, да? Как бы своего друга есть не будешь. Но указывать кому-то я не считаю это допустимым. Здесь уже в соответствии с какими-то национальными традициями и вот ситуацией, которая есть в каждой семье. Вот теперь, значит, возвращаясь к образованию. Ну, вот мы 30 лет жили такой в парадигме, да, там Советский Союз плохо, Сталин нехороший и так далее. И, соответственно, образование у нас тоже менялось. Кто как жил, честно говоря. Имеется в виду вот наши учебники, да, и какие-то программы, фильмы и так далее. Да, вот сейчас, скажем так, в 22 году, в феврале, мы уже конкретно, значит, пошли по той дороге, по которой собирались. Сейчас можем уже говорить откровенно. Как вы считаете, в каком направлении должно развиваться наше образование, школьное образование? Вот смотрите, вы очень важный вопрос коснулись. Воспитание. Что такое десталинизация, которую у нас некоторые деятели анонсировали и проводили? Это значит, что Сталин плохой. Логику же проведел. Все, что делал Сталин, неправильно. А все те, кто были против Сталина, они выходят хорошие. Бандеровцы с 1945 года в открытую боролись против Сталина. До этого боролись против Сталина в рамках Великой Отечественной войны. Но здесь можно как-то их еще к немцам пристегнуть. Потом они без немцев воевали уже. А до этого, до начала войны, они сотрудничали с немецкой разведкой. Так, если Сталин плохой, бандеровцы какие? У них получается так. Вот в этой логике нет. На украинских, так сказать, учебниках понятно, что в них написано. Я имею в виду в наших. Вот вы, когда говорите, что Россия, Советский Союз неправы, и ее глава не прав, значит, вы всех врагов делаете правыми, так что ли? Поэтому это глупость несусветная. Такого нельзя писать. Во-первых, это исторической правде не соответствует. Поэтому уход от этого, он неизбежен сразу, когда вы сталкиваетесь с реальными врагами, с которыми мы боролись на протяжении многих лет. А украинский национализм – это враг, который был сконструирован для борьбы и уничтожения исторической России. Сталин, значит, прав был? Прав был. Но мы сейчас стоим перед выбором, который мы все равно сделаем. За годы после 1991 года огромное количество исторического вранья было нами признано как правда. Например, якобы Советский Союз расстрелял польских офицеров в Катыни. Этого не было. Советский Союз не расстреливал польских офицеров, их расстреляли немцы. Это написано в приговоре Нюрнбергского трибунала. Поэтому вопрос. Если Советский Союз этого не делал, а потом это как-то полулегально, полупризнанно, полунепризнанно вошло в какие-то полуофициальные наши документы,
То вопрос. Вы оспариваете приговор Нюрнбергского трибунала, говоря, что это не немцы расстреляли поляков? Да, оспариваете. А зачем? Вы ставите под сомнение, ставя один из пунктов Нюрнбергского трибунала, весь Нюрнбергский трибунал? Ну, то есть, если здесь написано неправильно, так может и все остальное тоже неправильно? Но это просто один аргумент вернуться к исторически выверенной, справедливой и честной оценке того, что произошло. Польских офицеров в Катыни расстреляли немцы. Все. И вот таких вещей их много. Просто нельзя никогда признавать неправоту своей страны и своего лидера в вопросах международной политики и таких глобальных вещах, как войны. Потому что вы даете огромную пищу для информационной кампании против вас. Как Хрущев, как только он очернил Сталина, началось разрушение Советского Союза. Хрущев не имел права так говорить. Он мог выпустить тех, кто при Сталине сидел. Он мог еще что-то сделать. Он не имел права публично заявлять, что Сталин такой-сякой и так далее. Потому что, во-первых, половина того, что он сказал, даже больше, вранье было чистое. Вторая половина вымысел. Но он разрушил ощущение правоты у советского народа, который с именем Сталина победил самого страшного врага вообще в истории человечества, а не только в истории нашей страны. Я совсем недавно разговаривал с детьми, со своими детьми, с другими детьми. Тут, конечно, есть и мое упущение, но просто мы привыкли жить в парадигме, что типа это нормально, это должны все знать. Поэтому мы часто об этом не говорим. И вот я просто спросил что-то про Суворова. Мне спросили, а кто такой Суворов? В смысле? Хорошо. Жуков. Кто такой Жуков? Это люди, которые закончили школу. И вот как вы считаете, вот у нас система образования, она будет меняться или нет? Она уже меняется. Она изменилась, но она изменилась в ту сторону, о которой вы сказали. Когда выпускник школы не знает того, что должны знать все. Да? Значит, как так получилось, что основные знания по истории, фундаментальные, знания своих героев, они потерялись в ходе обучения. Это уже не должно быть. Пусть школьник, не знаю, потеряет что-то другое, но если надо обязательно что-то потерять в ходе обучения. Но кто такой Суворов и Жуков, он же должен знать. Да? Поэтому система обратно потихонечку меняется, но это такая структура, которую надо менять очень, очень так бережно и потихоньку. Главное – учебники. Мы надеемся, что вот сейчас учебники получились такими, какими они должны быть. Хотя, например, про Катынь там еще не переделали. Ну, значит, надо как-то в домашнем режиме это все корректировать. Потому что это очень печальная история. Да, система образования нашей такой, тем более большой страны, она меняется не очень быстро, там инерционных процессов много и так далее, да. Но вот с теми школьниками, которые уже закончили школу, да, которые уже скоро станут специалистами, их нужно, и если нужно, то как их все-таки взять в единую информационную, не знаю, платформу или как-то? А здесь, вы знаете, велосипед изобретать нечего. Фильмы, сериалы, блогеры, книги, которые говорят ту самую историческую правду, которую, может, где-то они потеряли. Вот если вы напишете книги про Суворова, сериал про Суворова, фильм про Суворова, блогеры начнут рассказывать про Суворова, то среднестатистический человек, который упустил что-то в школе, вот это где-то получит. Тем более, все-таки мозги с течением времени как-то встают на место. Помните, как Марк Твен говорил? Когда мне исполнилось 18, мой отец сошел с ума. По мере моего взросления, так сказать, разум возвращался ему. Да? Но мы понимаем, что речь идет о том, что по мере взросления не родителей, да, по мере взросления человека он понимал своих родителей лучше. Так и здесь. Ему было это неинтересно, он где-то этим заинтересуется. Ну, с возрастом это происходит. Надо ему просто помочь этого делать. Мы видим, больше исторических фильмов появилось. Все как-то... Но здесь надо все больше делать, чтобы этого было море. Чтобы невозможно было не узнать, кто такой Суворов. То есть, если ты это не знаешь, ну, я не знаю, ты тогда слепой, глухой в каком-то моральном смысле. Я не знаю, что ты там смотришь. Просто здесь, кажется, проблема именно в том, что это мы слишком хорошо знаем, и думаем, что это не актуально. Такая проблема есть, да? Ну, как бы, чего об этом говорить, все знают. Надо говорить
о том, о чем знают все, и говорить все время. Так устроена человеческая психика. Нужно постоянно повторять. И это очень важно. Но в свое время просто вот тоже скажу. Например, когда я начал приглашаться в различные программы, то мне казалось, что если я сказал в этой программе о какой-то проблеме, то об этой же проблеме в этой же программе уже говорить как бы нельзя, да, надо что-то новое. Это да, если есть что-то более важное, нужно сказать. Но стесняться одно важное повторять с разных каких-то позиций, переформулировать, так и надо. На этом и поставлена и построена пропаганда в хорошем смысле. Нужно повторять. И здесь нет предела совершенства. Ну, коль уж мы говорим о будущем, да, вот, сейчас, да, у нас идет специальная военная операция. У нас представитель президента уже сказал, что это практически война. Понятное дело, она когда-то закончится. Как вы считаете, у нас есть уже какой-то штаб или какой-то, скажем так, какой-то центральный мозг, люди собрались, они думают, что нам нужно делать после? Ваш вопрос, дайте, напоминает фразу «где же мы их всех хоронить-то будем?» да, в этом смысле. Но с точки зрения серьезной аналитики у нас... Я серьезно скажу, хотелось бы избежать столкновения с Западом, но не любой ценой. Зачем нам с Западом воевать? В этой войне мы ничего не можем получить. Что мы можем получить? Что нам надо? Вот сейчас нам нужно восстановить определенную территориальную целостность для безопасности. Это территория бывшей Украины в той или иной форме. А что, нам Польша, что ли, нужна? Да нет. Что нам еще нужно? Да по большому счету от Запада нам нужно не нападение на нас, прекращение какой-то подрывной деятельности. Этого добиться невозможно, уж точно я хочу сказать. Запад всегда будет стараться именно изнутри подрывать, потому что у него это хорошо отработано. Поэтому воевать нам с Западом не имеет никакого смысла. Но это не значит, что мы должны сдаться на милость победителя. Потому что Советский Союз как прекратил это? Просто поднял руки, да, в виде элиты и сказал: слушайте, давайте вы нам объясните, как мы должны жить. А то у нас есть ощущение, что мы живем неправильно. И все Западу отдали. Вот он, собственно говоря, и распоряжается всеми этими ресурсами, считая, что это все его. Советская элита отдала Советский Союз Западу. Путин у Запада Россию забрал. Не всю. Потому что есть экономические какие-то вещи. Центральный банк, который включен во всю мировую систему. То есть суверенитет он вернул страны. Вот, что Западу не нравится. Взяли то, что он считал своим уже, и потерял. Отсюда, кстати, ответ на вопрос, вот все эти программы сокращения населения. Почему они запустили? Потому что все, Россия уже наша, они считали, Китай тоже у них под контролем. Теперь надо все население мира проредить. Потому что с их точки зрения столько людей на планете не должно быть. Я имею в виду, после окончания специальной военной операции, значит, Давайте, я не до конца ответил на вопрос. Смотрите, вы спрашиваете, если разум, мозг, который думает, штаб есть, он называется Совет Безопасности России. Вот это и есть то место, где должны разрабатываться эти смыслы. Когда мы говорим об окончании специальной военной операции и потенциальной войне с Западом, еще раз подчеркну, воевать с Западом нам не надо. Я не говорю о войне горячей. А я о любой войне говорю, именно о горячей. Потому что холодная война будет продолжаться, Запад всегда будет с нами воевать. Поэтому здесь вы войны не избежите. А вот горячей войны избежать можно, но не любой ценой. Что Западу объясняют. Поэтому специальная военная операция – это либо пролог к миру, либо пролог к войне. Вот так и надо рассматривать специальную военную операцию. Там дальше либо с колес начнется новая война, либо прямо в ходе СВО начнется большая война, либо наступит мир. Нам что нужно? Нам, конечно, нужен мир. Но это не значит, что мы должны поступиться своими интересами. То есть мы должны, как всегда, знаете, «Сивис пасем парабеллум». Хочешь мира, готовься к войне. Должны готовиться к войне, но нужно сделать все, чтобы ее избежать. И в этом нет ничего, так сказать, постыдного. Запад сейчас большой. В военном потенциале у нас
сильнее. Это просто математика. В человеческом потенциале у нас больше. Поэтому для того, чтобы выстоять в войне с Западом, нам надо применять ядерное оружие. Применение ядерного оружия – это взаимное уничтожение. Вопрос, нам такая война нужна? Нет, но им тоже не нужна. Это дает надежду на то, что эта война не состоится. Потому что если Запад воюет с нами, Китай остается в стороне, и весь смысл войны с Россией теряется, потому что взаимное уничтожение, а Китай остается главным гегемоном. В любой войне главная задача либо в ней не участвовать, воевать чужими руками, что Запад хорошо делает, либо сделать так, чтобы ты вступил в войну позднее других, чтобы у тебя были минимальные издержки и максимальная прибыль. Во всех смыслах. Да? Что США делали в Первой мировой войне, во Второй у них не очень получилось, тоже, в принципе. Хорошо, я постараюсь это переформулировать, да? Как вы считаете, какая стратегическая задача России, скажем, в рамках 100, 200 лет, 300 лет? Освоение собственной территории, увеличение населения. Две задачи абсолютно параллельные. Невозможно такую территорию освоить с тем населением, которое у нас есть и сокращается. Завозить население со стороны – это, конечно, хорошо московским застройщикам. А русскому народу и всем остальным народам, которые населяют Россию, это очень плохо. Поэтому мы должны увеличивать рождаемость и демографию и осваивать нашу территорию. Потому что у нас территория огромная, не освоенная. Зачем нам какие-то еще территории? Нам не нужны. Но поступаться своими интересами и своими территориями, в смысле, как в фильме, да, Кемская волость, да заберите. Не-не, вот царская морда, ты что казенными землями разбазариваешься? Вот так. У меня такой еще вопрос, да. Ваше мнение, вот как раз-таки подрастающему поколению, которым сейчас школьники, может, заканчивают школу, да? Что для них важно? Что бы вы им посоветовали в жизни? Какой совет бы вы им дали? Я бы посоветовал больше книжек читать, потому что это полезно. А второе – разобраться, как мир устроен. Потому что как можно раньше они в этом разберутся, они избегут множества ошибок. Надеюсь, что мои книги могут быть им полезными. Для тех, кто любит читать книги, для тех, кто любит смотреть ролики, для тех, кто любит совсем короткий формат Telegram, для тех, кто еще... То есть весь спектр информации есть. Потрудитесь, пожалуйста, ее получить. Хорошо, спасибо.